Родная земля. Эти слова знакомой песни как нельзя лучше выражают наши чувства к своей малой родине, отчему краю. Знакомый с детства куст ракиты, склоненный над тихой рекой, ключ, выбивающийся веселым журчанием из-под замшелого камня во враге на окраине деревни. Это место, куда хочется вернуться, где бы ты ни был. Это место, которое всегда помнишь и знаешь. Это место, которое навсегда останется в твоем сердце. Для нас это место Киясовский район. Один из многих в нашей республике, но в то же время самый родной и неповторимый. 2016 год особенный. В этом году наш район празднует 90-летие. Мы гордимся богатой и славной историей пройденного пути, которая неотъемлема от истории России и Удмуртии. Есть события и вехи, значение которых не только не уменьшается со временем, а напротив, с каждым новым десятилетием приобретает новую значимость, становятся бессмертными. Немало бурь пронеслось и над нашей малой родиной. По зову Родины Матери в годы Великой Отечественной войны 3318 земляков встали на ее защиту. Гордостью района являются герои Советского Союза Шамшурин Василий Григорьевич, Коробейников Афанасий Гурьянович, Чикуров Николай Васильевич, полные кавалеры Ордена Славы Глухов Иван Степанович и Коробейников Николай Якимович. Картины уроженца Киясовского района, художника-баталиста Петра Александровича Кривоногова известны всей России. Петр Кривоногов запечатлел в своих работах подвиг нашего народа. Его картины знают и любят миллионы. Художник, родом из Киясова, оставил великое наследие. Сама история войны отображена в таких полотнах, как «Победа», «Защитники Брестской крепости» и цикл фронтовых рисунков. Забывать войну и ее героев нельзя. Напоминанием всем нам служат живые полотна Петра Александровича Кривоногова. Благодарные земляки чтят талант художника, помнят и делают все для сохранения творческого и исторического наследия нашего района. Самоотверженным трудом отмечены послевоенные годы. Много сил приложено к тому, чтобы поправить пошатнувшееся в годы войны хозяйство, улучшить жизнь на селе. Трудовой героизм наших землячек – яркое тому доказательство. Пришла в совхоз, в контору пришла, к директору зашла. Говорю, вот работу берете рабочих? Он говорит, берем. А вы их аккурат записывали, весна была, 47-й год был после войны. Записывали всю молодежь на трактористов учиться. И меня туда же записали. Ой, а летом посевна началась, начали работать. Трактор пока не сломанный вроде, сижу я, правлю. А сломаться не знаю что. Давай-ка, говорю, Ваня, будем разбираться. Посмотрел, вот что нету, каких частей. Давай, иди в гараж. Я бегом сбегала, запчасти принесла. Он направил, опять работаем. Все меньше остается людей, кто поднимал хозяйство района. И сегодня их воспоминания становятся особенно ценными. Вся жизнь ровесницы района, Парасковьи Федоровны Барановой, неразрывно связана с его судьбой. Ну, раньше что, вот война была, за что, так плохо жили. Ой, да давай-то жили плохо. Я трактористкой работала, так караси нам умывали. Особенно у нас свинарки хорошо работали, бедные. Так они тяжело работали. Тачку толкают по рельсам, где-то 77 потов слезят с бедных. Накладывают в корма тачку, полную везут. Ой, им до сего времени я болею за совхоз. Я везде в газетках гляжу, как работает наш совхоз. Душа у меня. Сегодня мы с уверенностью смотрим в будущее. Впереди нас ждут большие свершения. Именно поэтому приоритетом работы администрации района были и остаются развитие человеческого потенциала,
повышение качества жизни населения и сохранение социальной стабильности. В начале нового тысячелетия район, как и вся страна, переживал социально-экономический кризис. Но именно тогда был заложен фундамент будущих перемен. Начал реализовываться приоритетный национальный проект по развитию агропромышленного комплекса в Удмуртской республике. И наш район вносит в его реализацию свой вклад. Сельское хозяйство было и остается ведущей отраслью экономики Киясовского района. В данном направлении работают 5 сельскохозяйственных производственных кооперативов. За 2015 год ими произведено продукции на 912,4 миллиона рублей. Площадь зерновых культур по сравнению с прошлым годом увеличилась на 1091 гектар, что позволило увеличить валовый сбор зерна. План по производству мяса скота и птицы выполнен на 110,3%, что в сравнении с прошлым годом выше на 7,4%. СПК имени Суворова является одним из ведущих хозяйств Киясовского района. Мы занимаемся производством молока, корма КРС и также производим зерновые. Площади у нас засеваются все. Пустующих площадей по хозяйству нет. Основное направление мы делаем все-таки на молочное производство. В Дебаеве у нас поменены все молокопроводы, водоснабжение полностью поменено. В нынешний год планируем это же самое сделать на Чувашаевской ферме. Мы приобретаем много новой техники. Провели мы газ к зерноочистительному комплексу. В прошлом году подвели газ в ремонтную мастерскую, чтобы наши механизаторы работали в теплых условиях. По нашему хозяйству самая высокая производительность труда, что в животноводстве и что в растениеводстве. Выручка от реализации продукции тоже самая высокая по району. В славной истории совхоза Ленина и Киясовского района, сеноводческий комплекс Киясовский, вот уже порядка 40 лет на данном предприятии трудилось и трудится много достойных людей. В 2015 году мы достигли хороших результатов. Мы получили 41 416 голов поросят, это что на 1100 голов выше плана. Добились хороших результатов по среднесуточному привесу. В прошлом году управляющей компанией предприятие было вложено порядка 19 миллионов рублей. Наше хозяйство, агрокомплекс Киясовский, буквально 1,5 года существует в той форме, которая сейчас представлена. То есть в октябре 2014 года 2 крупных хозяйства Киясовского района были объединены в одно большое целое. Сегодня территория агрокомплекса Киясовского порядка 13 тысяч гектар пашни, почти 3000 голов крупного рогатого скота, из которых 1450 дойное стадо. Я работаю 98-го года, приехала в Первомайское, и 2 года работала оператором машинного доения. И потом поставили меня заведующей. Конечно, результаты раньше были, планы очень маленькие. 2500 я начала работать. В прошлом году 2 года 6000 надоели. Одним из стабильно работающих хозяйств по производству сельскохозяйственной продукции является сельскохозяйственный производственный кооператив «Киясовский». Выполнение плана по производству молока составило 100,8%. Надой на одну корову 4700 литров. Среднесуточный привес крупного рогатого скота 645 грамм. Резервы этого хозяйства огромны. Перспектив все равно есть, развитие. Мы будем развиваться, люди у нас. Мы с чем, значит, я всегда говорю, гордость нашего предприятия – это люди. Говоря о развитии сельскохозяйственного производства Киясовского района, нельзя не отметить работу 16 крестьянско-фермерских хозяйств. Ими произведено продукции за 2015 год на 65,8 миллиона рублей. Они интенсивно развиваются, приобретают новую технику, обеспечивают рабочие места сельским жителям. Шагать вперед раз начали. Доярки есть, рабочие есть. В прошлом году на ферме от одной коровы, если считать, получился 6080 литров. На сегодняшний день у нас 7 тракторов, 6 комбайнов, из них 2 кормоуборочных. Мы занимаемся разведением лошадей. Молочная товарная ферма, она работает на сегодняшний день, 75 дойных коров.
И, скажем, много ни мало, сегодня реализуем 1,5 тонны молока. Огромной поддержкой для села являются крупные инвестиции в его развитие. На территории Киясовского района реализуется еще один масштабный проект, который призван придать новый импульс развитию нашей малой родины. Это строительство экологической фермы «Дубровская» на территории муниципального образования Лотохинское. С приходом нового инвестора, с появлением новых объектов, люди с нашего муниципального образования приняты в новое сельхозпредприятие «Экоферма Дубровская». И радует то, что у экофермы большие планы. И я считаю, что со временем он должен жить на своей земле и создавать богатство на своей территории. И самое главное, чтобы у людей была уверенность в завтрашнем дне. Наряду с развитием агропромышленного комплекса в последние годы идет активное развитие и инфраструктуры Киясовского района. Строятся дороги, вводится в строй жилье, продолжается газификация населенных пунктов. В 2015 году в сфере дорожной деятельности у нас проведены работы на дорогах улиц села Подгорное, Данилова, деревня Атабаева. Общая протяженность отремонтированных дорог составляет 2100 метров. Хотелось бы отметить, что жители улицы Союзная, село Данилово, участвовали в софинансировании ремонта дороги и вложили в эту дорогу 81 тысячу рублей. 29 тысяч рублей – это вклад администрации муниципального образования Подгорновская. На территории села Подгорное в 2015 году производились работы по капитальному ремонту канализационных сетей. Было уложено порядка 260 метров канализационных сетей, которые подключили 6 многоквартирных домов села Подгорное. В 2015 году главой муниципального образования Киясовский район нам согласованы депутатские денежные средства в размере 584 тысяч рублей, которые мы расходовали на обустройство улицы Луговая, село Подгорное, а также на устройство асфальтовой пешеходной дорожки у многоквартирных домов села Подгорное. Объем капитальных вложений в строительство составил 108 миллионов рублей. Приобретены квартиры. Заключено 9 контрактов на строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилья на сумму более 19 миллионов рублей. Я попала в программу «Ветхое жилье» и мне предоставили вот квартиру. Небольшую, какая была площадь, такую и дали. Здесь светло, тепло, мы рады. 4 семьи получили социальную выплату на строительство жилья в сумме 1 миллион 695 тысяч рублей. Мы решили связать свою судьбу с нашим районом, построить свой семейный уголок, завести здесь семью. В чем наш район, спасибо ему большое, помог нам, выделил нам субсидию. Без нее, конечно же, очень трудно построиться, особенно в наше время. Но мы хотим сказать спасибо, вы нам помогли, мы его построили. Приобретено 6 квартир детям-сиротам. Выделена субсидия многодетной семье на приобретение жилого помещения. Хотелось бы огромное спасибо сказать руководству района за выделенные средства на достройку дома. Огромное спасибо нашему депутату Бузилову Валерию Викторовичу в том, что он помог нашей семье. Выполнена программа по предоставлению жилья 83 участникам Великой Отечественной войны и членам семей погибших участников Великой Отечественной войны. Продолжается газификация района. С 2001 года в населенных пунктах Киясовского района построено 118 километров уличных газораспределительных сетей. Газифицировано 2276 жилых помещений, что составляет 52% от общего числа домовладений. Газ приятно, конечно, чисто, не надо дрова таскать, все тепло, что с утра, что с вечера. Выполнены работы по техническому перевооружению на газовое топливо 13 котельных. Планируется газификация населенных пунктов муниципального образования Ермолаевское и микрорайона Северо-Восточный села Киясово. Приведение в нормативное состояние уличных дорожных сетей, строительство и улучшение дорожной сети между населенными пунктами – одно из основных направлений деятельности как глав поселений, так и руководства района. Построена дорога Михайловск-Мушак на сумму 27 миллионов рублей, протяженностью 4,9 километра. Местное население в лесных подсобных хозяйствах имеет 100
единиц легковой техники, не считая грузовой. Также на нашей территории находится 3 КФХ и 4 ИП, которые, естественно, имеют большегрузную технику, имеют комбайны, трактора. В связи с этим появилась необходимость строительства дороги Мшак-Михайловск. На улучшение 10 километров уличных дорожных сетей в районе и на содержание дорог, по которым проходят маршруты школьных автобусов, использовано более 7 миллионов рублей. На протяжении нескольких лет жители района доверяют представлять свои интересы в Государственном совете Удмуртской республики депутатам Шутову Андрею Васильевичу и Бузилову Валерию Викторовичу. Депутаты активно занимаются проблемами избирателей. Благодаря их деятельности удается решать многие социальные проблемы села. Хочу пожелать процветания земле Киясовского района. Хочу, чтобы развивалось производство, чтобы на село приходили современные технологии, чтобы сельские труженики работали в нормальных, достойных условиях, чтобы эксплуатировали современное оборудование, добивались хороших результатов. И, конечно, как депутат, я считаю, что крайне важно, чтобы развивалась и социальная сфера на селе. Вообще мне очень приятно приезжать в район Киясовский, поскольку здесь живут замечательные люди. Нужно обеспечить им комфортное проживание, производство возрождать. Мне здесь нравится работать, и я максимум приложу для того, чтобы жители района жили еще лучше. Есть такое выражение – строить значит жить. Сегодня трудно представить себе развитие села без строительства социально значимых объектов. Руководство района уделяет большое внимание строительству и реконструкции таких объектов. На капитальный ремонт здания для размещения многофункционального центра и капитальный ремонт кровли здания Межпоселенческого дома культуры выполнено работ на 27 миллионов рублей. В сфере образования в капитальный ремонт вложено 1 миллион 178 тысяч рублей. В том числе проведен ремонт филиала «Детский сад номер 1» село Киясово и Ильдибаевского детского сада. Проведено 2040 километра водопроводных сетей микрорайона Северо-Восточный села Киясово. Социальное самочувствие жителей – главный ориентир для преобразования в социальной и экономической сферах и главный вызов на сегодняшний день. Получен хлеб, должна быть и песня. И это прекрасно, что у нас имеется возможность чествовать лучших из лучших, чьим трудом создаются не только материальные и духовные ценности, но и, по большому счету, достояние района. Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Подрастает новое поколение киясовцев, любящих свой район. Сегодня очень важно воспитать гармоничную личность. Наши дети имеют возможность заниматься спортом, изучать культуру и искусство, становиться чемпионами и лауреатами различных конкурсов. И мы верим в то, что у них хватит силы и энергии, вдохновения, оптимизма, мудрости и опыта для того, чтобы наш район процветал. Мы желаем нашему родному Киясовскому району любви. Мы любим наш Киясовский район. Вот так выглядит наш район в свои 90. Все это стало возможно благодаря людям различных профессий, возраста, увлечений, сделавших его прекрасным. На протяжении многих лет муниципальным образованием Киясовский район руководит Александр Вячеславович Максимов. Под его руководством Киясовский район динамично развивается. Много сделано в экономике, социальной сфере, инфраструктуре, вопросах безопасности, экологии. Главное, по его мнению, желание всех жителей нашего района жить по-киясовски. А по-киясовски значит прочно, стабильно, надежно, так как надо. Киясовский район вместе со всей Россией прошел непростой путь исторического развития. Становление района, война, восстановление разрушенного хозяйства, расцвет и падение экономики. Сегодня мы живем ожиданием развития и процветания Киясовского района. Люди работают, занимаются творчеством, добиваясь при этом значительных успехов. Поэтому мы достойны счастливого и прекрасного будущего.